Наследники нацистов, которые осуществили насильственный государственный переворот на Украине, полным ходом ведут войну в России уже сейчас. Но эта война идет не с применением танков и самолетов, а с помощью более массового и более коварного оружия – интернета и социальных сетей. Именно там сторонники Майдана и тысячи наемных блогеров старательно обеляют убийц, экстремистов и провокаторов и обливают грязью все шаги России по обеспечению безопасности людей и сохранению мира на Украине. Свое черное дело интернет-экстремисты делают втайне, но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Совсем недавно в одном из самых популярных ресурсов интернета, живом журнале, разразилось сразу два громких скандала. Сначала популярный блогер Зялт, он же Илья Варламов, комментируя фото солдат без знаков отличия в Крыму, по недосмотру выложил отрывок из технического задания, присланного ему заказчиком. Добавь, что есть версия, что аэропорт блокируют не войска Черноморского флота, а спецназ ГРУ, прибывший из России. В ответ на бурю возмущения Варламов сначала пытался придумать нелепое объяснение, сославшись на ошибку помощника, а потом и вовсе перестал оправдываться. Дело в том, что даже беглый анализ деятельности Варламова в ЖЖ показывает, за что ему платят деньги. В частности, по состоянию на 22 февраля он успел сделать на тему киевского бунта 17 публикаций, а в период крымских событий промайдановская и антироссийская тематика уже занимает в блоге Варламова не менее 80%. В итоге его напряженные работы майдановцы из неонацистских боевиков, преступников и погромщиков превращаются в добродушных героев, повстанцев, в которых буквально влюблено все население Украины. Варламов в этой оплаченной лжи совсем не одинок. В блоге Ибигдан антироссийские и промайдановские материалы вообще занимают почти 100%. Эта же ложь наполняет журнал самого знаменитого педофила Рунета Рустема Адагамова. В последнее время он переключился вообще исключительно на Крым, поставляя оттуда картинки, которые должны создавать у читателя впечатление агрессии со стороны России. Вот как показывает ситуацию он, а вот как видят ее обычные крымчане. Наглая ложь о ситуации на Украине в целом и в Крыму в частности висит сейчас в топе живого журнала практически беспрерывно. В чем секрет такой популярности на этой площадке подобных публикаций? Ответ может дать второй громкий скандал. История с недавним взломом личной страницы вице-директора ЖЖ по маркетингу Олега Бармина. Оказалось, что у администрации и модераторов ЖЖ есть возможность в любой момент откорректировать социальный капитал пользователя, выбросить его из рейтинга вообще или обеспечить нахождение в топе. Естественно, все это не безвозмездно. Очевидно, что и услуги именитых блогеров, и администрации ЖЖ стоят очень дорого. Откуда на это деньги у бедных майдаунов, которые после прихода к власти даже не знают, чем платить пенсии и зарплаты гражданам Украины? Ответ прост. Сейчас денежные потоки на информационную войну с Россией идут от тех, кто пришел в новую украинскую власть уже с деньгами и хочет заработать на кровавом перевороте еще больше. Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, владелец группы «Приват», состояние более 3 миллиардов долларов. Мэр Донецка Сергей Тарута, владелец Индустриального союза Донбасса, 3 миллиарда долларов. Министр внутренних дел Арсен Аваков, олигарх-уголовник, 100 миллионов долларов. Губернатор Харьковской области Александр Ярославский, банкир, 1 миллиард долларов. Губернатор Донецкой области Ринат Ахметов, олигарх, 22 миллиарда долларов. Список можно продолжать. Так же, как можно продолжать и список продажных блогеров и администраторов живого журнала, которые ведут прибыльный бизнес. Бизнес на лжи и на крови.